Здравствуйте, коллеги! Приветствуем всех вас на презентации книги Таланталы Бахчиева «Сказительский дар». Книга вышла в этом году, и автором является доктор филологических наук, отличник образования, заслуженный деятель культуры Кыргызской республики и известный монаши Таланталы Бахчиев. До этого он выпустил более 10 книг, и большинство из них про эпос Манас и про сказителей. В 2015 году он написал книгу «Кыргызские эпические сказители», в 2013 году «Манас и политика», в 2005 году «Священный зов. Мнемоническое творчество Джомокчу», в 2003 году «Манастаным Джомокчунун жолу», в 2006 году «Ашымдын Гөнүрбес мурасы и Шаабай». А в этой новой книге Таланталы Бахчиев рассказывает про становление монастыря. И самое интересное в этой книге – это то, что автор сам является сказителем. То есть в этой книге он пишет про свой опыт, про свою биографию. В начале презентации я хочу поблагодарить гостей из дальнего и ближнего зарубежья. Двое из них написали предисловие к этой книге. Это доктор филологических наук, фольклорист, посовет из Алтая Садалова Тамара Михайловна и Нинке Вандерхейде из Нидерландов, которая очень честно работала с Таланталы Бахчиевым, когда она проводила полевые исследования в Кыргызстане про эпос Манас. Также сегодня участвуют гости из Азербайджана и из Франции, доктор филологических наук Сейфеддин Би Рзасой, фольклорист из Азербайджана, и Жюльен Броли, который тоже исследует Манас, он доктор социальной антропологии. Первое слово предоставляется Таланталы Бахчиеву, автору книги. Он вкратце расскажет про содержание книги, и потом дадим слово другим спикерам. Пожалуйста, Таланталы. Спасибо за участие на сегодняшнем вебинаре наших гостей из дальнего и ближнего зарубежья. Спасибо, что вы приняли наше приглашение участвовать. Это, конечно, сегодняшний вебинар является, ну, так скажем, онлайн. В будущем, ну, я сейчас планирую либо осенью, либо в конце апреля провести открытую презентацию. Здесь, в Бишкеке, потому что сейчас еще в издании в типографии находится вторая книга, которая называется «Новые грани эпоса Манас». Вот, она на днях должна выйти, и вместе с этой книгой будет презентация. Кроме того, сейчас готовится к печати еще одно издание, которое называется «Сновидение сказителя», куда я включаю сновидения всех сказителей, которые оставили текст своего сновидения. Это наших сказителей близких народов, родственных народов, и кыргызских сказителей. Вот. Ну а что касается сегодняшней книги, которая называется «Сказительский дар», конечно, это книга, я хочу сразу отметить, и здесь присутствует человек, который написал предисловие к этой книге. Это Тамара Михайловна Садалова из Республики Алтай. Она стала инициатором. В одном из наших разговоров она как-то, ну, так вскользь сказала, может быть, даже специально сказала, что надо бы написать вот о себе, о том, что вы испытали
И вот эта инициатива, вот эта вот идея, потом уже у меня здесь как бы в голове записалась, и я стал работать и думать над этим. И этот труд, этот материал был написан, что очень заметно, в период карантина. В период карантина, вот когда мы все сидели, это вот польза для меня вот этого процесса, да, процесса карантина, периода вот этого для многих нас, оно стало страшным, незабываемым, вот, и не дай бог, чтобы оно повторилось. Книга, она написана, честно нужно признаться, обо мне, то есть я пишу о себе. Я пишу о себе, как я стал сказителем, как ко мне пришел сказительский дар, чем является сказительский дар для меня. Многие здесь присутствующие имеют к этому отношение, и они присутствуют в этой книге. В частности, Нинке, мой очень близкий друг. Я пишу, что значит сказительский дар, не только для меня, но и для нашего народа. Как он приходит, какими путями он приходит. Что касается лично обо мне, то я пишу свои сновидения. Те сновидения, которые очень часто снились мне в детстве, а потом уже в подростковое время, в юности. Видения, которые я видел. Для некоторых, возможно, это может показаться как бы фантастикой или вымыслом, но на самом деле вот то, что я видел, то, что я чувствовал, я это все писал. Благодаря моим дневникам, которые я вел еще в возрасте старшеклассника, в 9-10 классе, а потом уже армейские годы, вот потом уже и студенческие годы. Везде, всюду я писал дневник. И благодаря вот этому дневнику я сумел объединить их, собрать их, скомпоновать, а потом уже выложить вот как конечный результат в книжную форму и издать ее. Здесь очень много интересных моментов, как я встречаюсь с богатырями, с батырами, с персонажами из эпоса Манас. Кроме того, как я встречался со своими первыми наставниками, учителями, выдающимися сказителями своего времени. Это Шаа Баязизов. Как я во сне, а потом уже и наяву стал встречаться со сказителем Саярбаем Каралаевым, который умер или ушел из жизни в тот год, когда я родился. Вот. Я его никогда не видел воочию, но вот так уж судьба распорядилась. Я часто с ним встречался, да и сейчас это происходит порою. Вот. Я пишу о тех диалогах, которые проходили между моими наставниками. И я старался все это писать как реальность, потому что для меня это была реальностью. Я пишу о своих ощущениях, о тех вещах, которые, возможно, многие не понимают, многие не хотят понимать, не хотят воспринимать это, но это моя правда, это моя реальность, это то, через что я прошел. Здесь нет ничего вымышленного, здесь нет фантастики, тут нет мистики. Тут все то, что я видел и даже
ощущали члены моей семьи, мои друзья, знакомые, которые были рядом. В частности, об этом я говорю в главе «Алтай. Земля духов предков», когда я ничего не ощущал, но вот в эту ночь я сказывал эпос Манас, но оказывается рядом лежащие со мной один мулла и другой сказитель, они видели то, что рядом со мной стоял богатырь. То есть это может увидеть один человек, может быть ощутить один человек, да, но когда видят двое, это уже не выдумка и не мистика. Вот. В настоящее время я хочу на этом завершить. Тут есть люди, которые читали эту книгу. Они, наверное, скажут свое мнение. Но напоследок я хочу сказать, что это вот мое внутреннее состояние. Это моя природа. И не только моя. Я думаю, что это касается всех сказителей. Кто прочтет эту книгу, поймет и сказителя. И не только кыргызского сказителя, но и сказителей родственных, других народов. Я не нашел аналога подобного текста, подобного материала по отношению к сказителю. Да, есть материалы, связанные с шаманами. Есть материалы, связанные с другими носителями традиционных знаний, культуры. Вот. Но со сказителями подобного случая не было. Нет. И я надеюсь, что многим из нас и в будущем, и в настоящее время эта книга, материал этой книги помогут понять, кто есть сказитель. Мы очень часто говорим о сказителях, очень часто говорим об эпосе, но на самом деле мы не понимаем природу, суть и тот код, которым обладает сказитель. И, возможно, поэтому мы обращаемся к сказителям так вот второстепенно, может быть, обращаемся с недопониманием. Вот. И даже мы знаем, что в советское время сказителей даже как-то ущемляли, высмеивали. Вот. Но сейчас время другое, и пользуясь этим временем, пользуясь тем, чем мы обладаем сегодня, я вот решил написать вот эту книгу, и она скоро у всех, надеюсь, будет на руках. Я искренне благодарю всех тех, которые меня поддерживали, всех тех, которые и сейчас, и до этого старались понять меня и как сказителя, и как исследователя. В первую очередь мне хочется поблагодарить Нинке Вандерфейде, выходец из Голландии, из Нидерландов, с которым мы душу в душу понимаем друг друга, и мы как от одних родителей, то есть родители наши, видимо, когда-то встречались, либо мы когда-то встречались в прошлой жизни. Вот. Это человек, который впервые стал исследовать меня. Это человек, который понимал меня. И сегодня мы уже на большом расстоянии, и уже годы, 25 лет прошло с нашего первого знакомства. Это было в 96 году, вот, после празднования тысячелетия эпоса Манас. Вот до сегодняшнего дня мы не теряем связь,
Я часто бывал в Голландии, она часто бывала здесь, у нас в Кыргызстане. И я люблю, Нинка, тебя люблю, как сестру, как родную. Вот. Помни об этом и знай. Хотелось бы поблагодарить Тамару Михайловну Садалову из Республики Алтай. Это наш родственный, самый близкий родственный народ, самый близкий, я повторяю, самый близкий наш родственный народ, который поддержал меня, которая предложила мне заняться этим и написать эту книгу. Это человек, который очень глубоко до мельчайших подробностей и тонкостей понимает сказителя. Это человек, который записывал Калкина Алексея Григорьевича, одного из известнейших сказителей Алтая, Кайче, и в то же время шамана. Это человек, который сегодня работает над эпосом, со сказителями. Один из крупнейших ученых не только Республики Алтай, но и всей России по эпосоведению, по сказительскому искусству, который инициировала Курултай сказителей в Республике Алтай и сегодня занимается делами ЮНЕСКО Республики Алтай. Благодарю вас, Тамара Михайловна, спасибо вам огромное. Вы как мой наставник, как мой учитель. Я всегда обращаюсь к вам, и вы помогаете, поддерживаете меня. Я хочу поблагодарить Любовь Никитовну. Я ее специально не пригласил сегодня на наш вебинар. Это ученая, художница, художник, это поэтесса Горной Шории, известный ученый, тоже эпосовед, который также занималась исследованием сказительского искусства, эпосом, которая видела воочию сказителей, общалась с ними. Вот. И человек, который написал мне также предисловие в эту книгу, она ознакомилась с содержанием этой книги. Я ее хочу пригласить на, возможно, следующее мероприятие, которое состоится. Я хочу отметить, что в этом году мне исполняется круглое число. Вот. Не постесняюсь сказать дата. В связи с этим я хочу где-то осенью, возможно, или зимой, в начале зимы провести свой творческий вечер. Вот. И я благодарю, здесь сидит из дальнего зарубежья, из Франции, Жульен, который интересуется манасом, который интересуется сказительским искусством, который уже несколько лет то приезжает в Кыргызстан, то уезжает из Кыргызстана, но никак не может оторваться от Кыргызстана. И я благодарю, что он интересуется этим феноменом, хочет понять и объяснить это европейским читателям, вообще европейцам, что значит манас для кыргызов, что значит эпос для восточных народов, для азиатов, для народов Центральной Азии и Сибири. Вот. Ну, на этом я, наверное, закончу, завершу. Потом уже будем общаться уже в более широкой обстановке. Спасибо вам. Спасибо большое, Таланталы. Теперь слово предоставим, наверное, сначала Нинке Вандерхейде, да, которая написала предисловие. Урматтуу досторум, Таланталын достору менин досторум болот. Талант уже айтты, биз жаш кезибизде жолукканбыз. Иштеген жашообуз жаңы эле баштады. Биз көп энергия менен баштадык. Бирок ушул учурда Кыргызстанда турмуш абдан оор болчу. 96-жылында Советский Союз жаңы эле бузулду. Көп адамдарга жумуш болгон жок, акча такыр болгон жок, дагы тамак да болгон жок.
Менин оюм боюнча бүт Кыргызстанда депрессия болгон. Албетте кээде да жакшылык да эле бар болчу, бирок негизи мага да кыйын болду. Чоң culture shock, культурный шок болуп калдым. Жарым жылдын ичинде Кыргызстанды бир аз түшүнүп калып, кыргыз тилинде бир аз түшүнүп калып жүрдүм. Өзүмдү аябай жалгыз сезип, андан кийин Таланталы менен жолуктум. Анан дароо эле менин сүйүүмдү сездим. Таланталы менен бир түш кандай десем, түшүнүү болуп, дагы сөздөрүбүз аз болсо бири түшүнөбүз. Анан аябай көп чогуу иштедик. Негизи Таланталы мага абдан көп түшүндүрдү. Кыргызстан жөнүндө, кыргыздар жөнүндө, кыргыз тилин жөнүндө, Манас эпос жөнүндө, Манасчынын турмушу жөнүндө мага абдан көп түшүндүрдү. Мен Таланталыга абдан кандай благодарна, ыраазымын. Мен ушул учурда 2 жыл Кыргызстанда болдум, 1 жыл, анан 1 жылдан кийин кайра 1 жылга келдим. Анан биздин түшүнүгүбүз 3 жерлерде болчу. Биринчи, биз экөөбүз руханий дүйнөгө жакынбыз. Таланталы айткан, ушул нерселер аян, түш, бүт баарын реальность. Мен өзүм аян аз эле көрдүм, түш көрдүм, жакшы. Бирок биздин Голландиянын маданиятта ушул биз аны унутуп калдык. Бизде деле болчу, бирок баарын унутуп калдык. Кыргызстанга келгенде, Таланталы менен жолукканда мен баарын кайра эстедим. Дагы бир жолу, бир эле эмес, 3-4 жолу Таланталынын үйүндө конок болгондо, бүлө менен бир бөлмөдө уктаганда, мен өзүм да өзүнүн кулагы менен уктум. Ошол түшүн убагында Таланталы Манас айтып берет. Өзү билбей эле Манас айтат. Мага абдан чоң таасир берди. Ошону менен да менимче мен Манас эпосту андан жакшы түшүнүп калдым. Бул биринчи. Экинчи, биз дагы экөөбүз илимдин дүйнөбүз жакын. Дайыма сурайбыз, бул эмне үчүн, бул кандай болот, кандай болуш мүмкүн. Дайыма баарын көрөбүз. Түшүнүктүүбү? Үчүнчү жер ал искусство. Экөөбүз дагы искусствага жакынбыз. Эстетика, ооздук, жашоонун жакшылыгына ал бизде абдан маанилүү экен. Ал нан менен тең болот адамга. Таланталы Бакчиев деген өзү абдан кызык имя. Кандай дейт? Имя менен фамилия. Ат. Таланталы абдан таланттуу, силерде сиздерде баарына билесиздер. Анын акылы бар, сөзгө жакын, илими бар, билими бар, бүт баары бар. Бирок ал дагы бакчы болуш мүмкүн. Бакчыга жакын. Эми биздин заманыбыз аябай өзгөрүп жатат. Жаңы заман башталат окшойт. Кандай болоорун эч ким билбейт. Чоң өзгөрүү болуш мүмкүн.
Ошол үчүн биз баарыбыз адамзат, жана жоопкерчилигибизди унутпайлы, жүрөгүбүз менен дагы колубуз менен бири кармап жүрөлү. Анан жакшылык болсун. Таланталынын китеби дүйнөгө жакшылык берсин. Кут болсун. Рахмат чоң менке өзгөчө кыргыз тилинде сүйлөгөнүңүзгө чоң рахмат. Следующее слово предоставляется Тамаре Михайловне Садаловой, которая тоже написала предисловие к этой книге. Пожалуйста, Тамара Михайловна. Добрый день. Слышно, да? Всем участникам сегодняшней презентации. Конечно же, огромное спасибо за добрые слова Таланталы. Действительно, наше знакомство для меня тоже было удивительным событием, потому что в течение предыдущих нескольких лет я как раз искала вот такие факты, вот этой грани сказительского искусства. А когда я начинала писать еще, будучи аспиранткой Института мировой литературы, вот именно вот та часть, она вызывала очень много спорных вопросов при защите, вообще при встрече. Исследователи относились и немножко недоумевали, почему я об этом пишу. Но именно через факты существования эпического наследия, именно через как бы живое претворение через сказителя, оно становится, сказительство становится неким таким живым явлением. И поэтому, когда вот я послушала рассказы Таланталы, для меня это было как бы, во-первых, подтверждением, и при этом очень радостным подтверждением, потому что в основном я касалась вот таких фактов, которые свидетельствуют или бытуют у нас у сибирских народов, то есть у хахасов, у алтайцев, у тувинцев. И когда вот как бы родственный народ уже отдаленный, и явление, оно как бы воочию стало в такой целостности, это было очень удивительно. Был период, когда я вот общалась с калмыцким сказителем Владимиром Каруевым, и когда я у него спросила, кто вас ведет, кто вам покровительствует, он мне ответил, меня ведет только Жангар. То есть он таким образом тоже как бы уже далекая, уже отдаленная культура, а сама процедура вот такого покровительства со стороны богатырей, оно было тоже очень интересно. Если говорить об алтайской традиции, то здесь я вот очень сожалею, что у нас не нашлось человека, который бы как бы изнутри осветил это явление. Есть у нас Павел Васильевич Кучиях, когда в 30-е годы был очень талантливым сам исполнителем, он записывал нашего сказителя Улагашева. И благодаря вот даже это было, наверное, я скажу, это такое сотворчество было. И он старался как бы вот через эти сказания показать роль самого сказителя. Остались от него дневники, вот какие-то вещи я тоже использовала в своих исследованиях. И есть Танцбай Боксур Шинджин, который здравствует, ему уже по 90 лет. Он, будучи сам исследователем и в то же время исполнителем, очень много работал со сказителями, но вот как бы вот такое явление он не написал. Он исследовал Сергея Чакалкина, кстати, он записывал его рассказы, ну, сновидений он как бы редко касался, потому что вот в то время в основном внимание исследователей, оно было сосредоточено на сюжетах, на мотивах, да, или выявлении вот такого большого фактора, как поэтическая система. И, то есть, исследователи пытались объяснить, каким образом как бы сказитель
может передать вот эти большие тексты, огромные тексты, как это умещалось в сознании, как это в памяти это умещалось. И вот выведены были целые тирады, которые при этом они как бы традиционные канонические тирады, и таким образом как бы ну, доказывалось, что вот благодаря вот большим каким-то блокам, при этом постоянным, сказитель запоминает вот эти тексты. И каким образом он как бы, ну, импровизаторское явление или вот эти традиционные канонические тексты, которые укладываются в памяти, и человек может пересказать. Было одно интересное исследование, где, например, описывалось, что тот период, когда запоминается текст, то есть там от 5, 7 до 9 лет, якобы сознание ребенка, оно чистое, и это вот как некий файл там сохраняется, и потом сказитель может это вот оттуда брать и рассказывать. Но вот та грань, что идет такой контакт с героями сказаний, посвящение сказителя, или же вот эта передача этого текста почти как из уст самих героев, вот это явление, оно было мало освещено, хотя какие-то отдельные вот эти были исследования. Поэтому я думаю, что книга Таланталы, она тем интересна, но самое интересное заключается в том, что сказание может реанимироваться благодаря вот таким носителям, что сказание может каким-то образом вообще вот какие-то глубинные вещи могут сегодня рассказываться современными исполнителями. Но, как мы понимаем, когда есть сказание, оно находит своего сказителя. И это очень отрадно, потому что дело в том, что иногда мы считаем, что оно утеряно, да, что этот текст уже забыт и так далее. И я всегда вспоминаю слова своего учителя Виктора Михайловича Гацака. Он говорил, что мы еще не знаем, что покажет нам следующий век и какие интересные явления мы найдем в культуре, традиционной культуре коренных народов. Он таким образом подчеркивал важность традиций наших народов. И вот он говорил, что следующий век – это будет фольклорный взрыв. И я думаю, что вот эта книга и вот все, что сегодня происходит в Кыргызстане или вот в наших регионах, это как раз как бы констатирует вот этот фольклорный взрыв. И поэтому я думаю, что эта книга, она, наверное, думаю, что, ну и предполагаю, что Таланталы будет продолжать свои исследования над своими же, как бы, то, что он о встречах своих с богатырями, общение с этими богатырями. Но меня впечатлило вот описание его поездки на Алтай, встреча с духом Манаса. Действительно, есть вот этот, если как бы отвлечься от каких-то чисто научных вещей, есть действительно этот параллельный мир сказаний, параллельный мир богатырей, и вот это, когда они как бы требуют того, чтобы о них рассказывали. И я думаю, что сказители, ну вот у нас в традиции есть очень четкие представления, что роль сказителя даже во многих отношениях, она выше, чем роль шамана, потому что шаман, он занимается ну, селитической практикой, погружение его, оно очень функционально, очень строго очерчено. А сказитель, он постигает миры благодаря своим богатырям, он уходит и в нижний мир, он совершает подвиги в среднем мире, он уходит и в верхние миры. Вот это трехмирие, оно очень как бы свободно для такого путешествия, и в этом отношении говорят, что по своей значимости сказитель всегда выше шамана. Ну, конечно, сама техника исполнение, сама техника как бы передачи текста, они чисто в таком медиаторском значении, они очень близкие. Поэтому я думаю, что феномен вот Таланталы,
это который доказывает сказительство именно как живое явление. И что самое удивительное, что эти богатыри, они как бы всегда знают свой народ, свою родину, и всегда они как бы на страже, вот на страже, чтобы этот народ существовал, чтобы этот народ как бы продолжал свою жизнь именно вот в каких-то вот тех очерченных рамках, согласно своим традициям. И поэтому сегодня роль сказителя – это больше как охранника своего народа, хранителя своего народа. И в этом отношении вот роль сказителя, она очень высокая. Я поэтому как бы благодарю вот за эту презентацию и за книгу, которая издана. Я думаю, что она будет иметь очень хороший успех. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и для участия в нашем вебинаре. Следующее слово Сейфеддин Би Засой. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Во-первых, я хочу приветствовать вас на родном, на азербайджанском языке. Sizin hamınızı salamlayıram. Talantılı Bakçevi bu gözəl kitabın çap olunması, nəşr olunması münasibətini təbrik edirəm və ona yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Я Таланталы Бей познакомился в 2019 году в 5-й Всемирный фестиваль эпосов народов мира в Бишкеке. А он подарил мне второй день свою книгу, вот эту книгу, «Кыргызские эпические сказители». Вечером я в отеле начал читать эту книгу. Прямо начал со второй части «Получение сказительского дара». Признаюсь, что с тех пор я не расстался с этой книгой. Эта книга всегда со мной. Почему? Потому что все древние эпосы, то есть и современные эпосы, есть результат метафизических опытов. Метафизические. На их основе лежит метафизический опыт. А вот прежняя методология, советская социалистическая методология, не дала возможность изучить эти эпосы как результат, как продукт метафизического опыта. Я познакомился с этой книгой, и там встретил Мир Кайып. Впервые я познакомился, что в эпосе Манасе есть Мир Кайып. И я сразу понял, что я нашел ключ разрешения самого большого тайны огузского эпоса. Книга моего деда Коргуда. В первом предложении эпоса книги моего деда Коргуда говорится, что деда Коргуд, то есть дед Коргуд, приносит разные вести из мира Гейба. Все коргудоведы в Азербайджане и в Турции обошли стороной от мира Гейба, потому что Гейб есть в священной книге Корана. Там Гейб это значит мир Аллаха. А вот коргудоведы не понимали, потому что деда Коргуд не являлся пророком. Все это прошли стороной. А я вот познакомился в этой книге, что есть мир Кайып, что герои эпоса Манаса после завершения своей миссии в этом мире переходят в иной мир. То есть не в мир мертвых, а вот в мир, который занимает место между живыми и мертвыми. А вот на основе этой книги я нашел ключ к эпосу книга моего деда Коргуда, и я написал вот эту свою книгу. Она называется так
трансмедиативная структура и ритуально-мифологическая семантика, книга моего деда Коргода. Уважаемые Таланталы Бей и уважаемые участники, я думаю, что с трудами Таланталы Бахчиева начинается новая эпоха изучения эпосов. То есть мы должны перечитать эти эпосы, потому что структура сказителя, структура сознания, то есть подсознания сказителя составляет структуры эпосов. То есть мы можем проникнуть в глубины нашего сознания через сознание сказителя. А вот этот путь открыл для нас Таланталы Бахчиев. Извините, я учился на родном языке, у меня плохой русский. Если я бы говорил по-азербайджански, подробно мог бы описать все это. Эта книга, ваши труды, что я понял от ваших трудов? Понял, что мы должны отказаться от прежних подходов к эпосам. Все эпосы, без исключения, это в Европе, в Азии и везде, они есть результат метафизических опытов. Если мы не будем учитывать, если мы не будем подойти через эту метафизическую структуру, не можем понять, реконструировать эпосы. Мы сами все знаем, что живое исполнение – это одно, а вот записывать эти эпосы другие. Когда, значит, живой эпос переходит в формат письменный, он умирает. То есть текст, как живого организма, умирает. А труды Таланталы Бахчиева нам дает возможность оживить древних эпосов. То есть, как будто мы находим все это артефакты, а с помощью метода, трансмедиативного метода Таланталы Бахчиева мы можем оживить этого эпоса. В науке можно сравнить методы Таланталы Бахчиева феноменологическим подходом. То есть, когда феноменологический подход, вы сами знаете, что человек, когда применяет феноменологический подход, он должен закрыть свое сознание, он должен закрыть свое сознание, он должен слушать предмета, он должен слушать эпоса. Что сам говорит эпос? То есть, не то, что я думаю об эпосе, то есть, я не буду писать то, что я понимаю, нет. Я буду писать, описывать то, что говорит сам эпос. Поэтому еще раз утверждаю, уважаемый Таланталы Бахчиев, вашими трудами, я думаю, что начинается новая эпоха изучения эпосов именно в постсоветском пространстве. Постсоветском пространстве. То есть в Европе, в западном мире, в других местах применяли эти метафизические опыты, а нам во время Советского Союза не дали возможность. И поэтому я вас поздравляю с выходом вашей книги. Думаю, что когда-нибудь удастся читать ваши книги. Спасибо, что слушали меня, мой плохой русский речь. Спасибо вам. Спасибо вам большое, Сафидин Бей. Я хочу сейчас сказать, Вандер Хейде вначале говорила, что воспринимает Таланталы как целителя, да, потому что она называет его healer, да, и потом Тамара Михайловна сказала, что миссия сказителя намного выше, чем миссия шамана, и в конце Сайфиддин Бей сказал, что через книгу Манаса, ну, как бы понял, открыл мир Каюпа, да, роль Каюпа. И вот в связи с этим я хочу задать вопрос, первый вопрос Таланталы Бахчиеву.
о том, как он идентифицирует себя, потому что не только в советское время, да, ученые не воспринимали вот духовную сторону эпоса Манас, но и сегодня тоже очень часто критикуют монастырь за то, что они говорят, что они видели сны, да, что они каким-то образом связаны с духовным миром Манаса. Поэтому я вот задаю вам первый вопрос, пожалуйста, ответьте, потом другие участники тоже могут включить микрофоны и задать вопросы. Пожалуйста. Спасибо огромное, спасибо тем, которые выступили и сказали мне в мой адрес очень и благородные, и приятные слова, конечно. Вы будьте осторожны, а то вы собьете меня с пути истинного. Что касается вопроса, конечно, этот вопрос был закрыт. Этот вопрос старались обходить. Вопрос трансцендентности, вопрос мистицизма, метафизики. Все это было закрыто в советское время. Но это я прекрасно понимаю, почему. Потому что существовало, и мы все понимаем, почему. Господствовал атеизм, господствовала та советская идеология. Но прежде всего, я об этом хочу сейчас вот официально заявить. Я об этом говорю не всегда, но считаю, что все-таки эпос считался, и, видимо, видные идеологи Советского Союза, они это заметили и со своей стороны приняли правильное решение, повторяю, со своей стороны, потому что эпос являлся все-таки оппозицией того господствующего режима и той господствующей идеологии, которая существовала. Эпос на самом деле является оппозицией, потому что во всех эпосах идет борьба за независимость, идет борьба с отрицательной энергией, идет борьба против врагов, защита своего отечества, защита своего народа. И в этом смысле, я думаю, те идеологи, корифеи, которые стояли у руля нашей страны, они это заметили. Поэтому многие эпосы были, ну, скажем так, репрессированы. То есть была, если признаться честно, то была цензура, было преследование эпосов. Это начиналось с татарского эпоса Эдигей, да, мы все знаем, 40-е годы и так далее. Вот, потому что в эпосе есть все народное, есть все национальное. А это не нужно было для господствующей власти. Это не нужно было, потому что оно направляло против тех идей, которая являлась основой советской идеологии. Вот. И что касается теперь ваших вопросов, то я хочу сказать, что, конечно, как я писал и как я вообще отношусь вот к этому и пишу, думаю, мыслю, размышляю. Раньше я как-то действительно той критике и тем претензиям и тем словам, которые по отношению не только меня и некоторых других исследователей, ученых и даже сказителей были высказаны, что это все выдумка, что это все фантазии, все это не реальность. Вот. Я, конечно, относился с предостережением. Но потом уже, вот последние, может быть, 10 лет, я к этому отношусь с пониманием, с сожалением, и я делаю то, что я должен делать. С сожалением тем, которые не хотят понимать, не могут понимать этот мир, мир своего народа, прошлое своего народа. Я очень удивляюсь, вот
вы здесь все прекрасно понимаете. Знаете, в народе, вот простой пример, в народе мы говорим, да благословит нас дух Манаса. Манас атаның арвағы қолдасын деп айтабыз. Народ-то, и даже те исследователи, ученые, которые изучают эпос и занимаются эпосоведением, они сами также произносят эти слова. Но когда они приходят к науке, когда нужно уже вести научный анализ, то они от этого всего отказываются. Но они же говорят, что пускай благословит нас дух Манаса. Но когда они приходят к исследованию, к науке, то они это отрицают. Как это можно? Как можно быть таким лицемерным и быть двуличным по отношению к своим предкам, к своему прошлому, к своей культуре? Разве так можно? Наука, да. Я считаю, что наука это все-таки приобретенное человеком. Это не то, что дано нам Господом Богом свыше. Это приобретенное человеческим умом, сознанием, знанием и так далее, и так далее. И оно же опять отрицает то, что дано свыше. Это в какой-то степени, я считаю, что отрицание самого себя. Отрицание, как говорится в философии. Спасибо. Спасибо, Рахмат. Қырғыз тілінде қатысушылар, сіздер деле сұрағыңыздарды берсеңіздер болады. Қырғызша деле бере беріңіздер. Бұл жерде екі сұрау келиптир. Бирөөсү Кылычбекова Гүлзина, экинчиси Алина Апшукурова. Гүлзина сурап атат, ушул китепти жазууга эмне себеп болду? Алина, бул китепти жазып аткандагы сезимдериңиздер жөнүндө айтсаңыздар дейт. Два вопроса. Там первый вопрос причину, да, написания, про то, почему он написал эту книгу, и второе про эмоции, которые он испытывал во время написания этой книги. Биринчи суроого жооп берейин. Биринчи суроо бул эмне себепкер болду? Мен айттым жогоруда, биринчи себепкер болгон Тамара Михайловна болду. Бирок бул ой, бул сезим менде мурда эле бар болчу. Бирок ушуну кандай кылып мен чагылдырсам деген ой мени дайыма ээлеп жүргөн да. Анан экинчи кандай абалда болдуңуз дейт жазып аткан учурда. Мен муну бир дем менен жаздым. 3 айда, 2 айдабы, 3 айдабы ушундай. Ошого түрткү болгон эми азыр Кастанеданы көп мындай кабыл алышпайт. Бирок ошо Карлос Кастанеданын китептери, Уилбердин изилдөөлөрү, Мирчелиаданын, Гроф Станислав, мына ушулардын чыгармалары, ушулардын эмгектери мага бир себепкер болду да. Анан шаманизм өзү. Шаманизм жөнүндө абдан көп жазган эмгектер бар, чыгармалар да бар, эскерүүлөр да бар. Бирок шаманчылыктан кем эмес, бизде айтуучулук да бар да. Эмне үчүн биз айтуучулук жөнүндө жазбайбыз деген ой келди да. Я хочу вкратце рассказать это на русском. Что стало причиной? Я сказал, что в первую очередь, конечно, меня подтолкнули слова Тамары Михайловны о написании этой книги. И, конечно, мысль была у меня и раньше. Мысль была, но оно как-то не конкретизировалось. И именно слова Тамары Михайловны, они дали мне толчок и подтверждение, что это, оказывается, нужно на самом деле. Нужно. За счет этого и с помощью этого может понять читатель, что с собой представляет сказитель. Конечно, есть и другие источники, есть и другие возможности понять сказителя, но это один из путей, я так хочу сказать. Это один из путей для того, чтобы понять, познать сказителя.
И в каком состоянии я был в процессе написания. Я уже выше сказал о том, что оно было написано в период карантина, пандемии. Вот. И, может быть, даже вот этот период сам по себе как-то подтолкнул меня, чтобы я написал эту книгу, свои воспоминания и настоящее. Вот. Я еще преследовал такую мысль, что, возможно, это будет моей лептой к тому, чтобы как-то спасти себя, человек, народ, как-то самосохраниться, потому что эпос всегда являлся инструментом самосохранения, инструментом защиты. Тамара Михайловна выше сказала, что сказители были в какой-то степени являются стражами народа. Да, на самом деле так оно и есть. И эпосы, и сказители. Только мы сегодня это недопонимаем пока. Не нужно для сказителя там ружье, винтовки или автомат. Это делается на энергетическом уровне. На энергетическом уровне. Чтобы сохранить, спасти свой народ, свою землю. И кто знает, тот знает. И они это практикуют. Это практикуется у нас даже среди сказителей, не только кыргызских. Я знаю, это практикуется у хакасских сказителей, у алтайских сказителей. Вот. Поэтому недавно, вот уже третий год, как хакасские сказители стали уже регулярно выступать в своей республике, по всем регионам и районам своей республики. Прям посещая каждый район, каждое село, зимой это они делают, они сказывают свой эпос для того, чтобы посеять ту энергию, которая их всегда держала и спасала. Вот и все. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы еще? Если у вас есть вопросы, включите микрофон и можете задать вопрос Таланталу Бахчиеву. Есть вопрос? Мирлан ағай, сіз фотослайд қойып бұл. Gönlü yaman bölünü, oşunlu gözün yaşı tövülü, Kazkaldak denen kaynan kuş, kayrılmay uçan tarladan, korkup durar, oşun ardından ana çıkını babadan, vay karanlık ülkeli, cinemine bollate, artan alta kaytırı, Adamay dünyemine bollate, oşo geldi cennetin, gömülü bölünüp, gözünün yaşı tövülü, karanlıkta hayran göz, kamçı boyu yaş getir, önüne bündü hayran göz, cininden bölük yaş getir, kayran mama dözgündü, kakırdan kalgan sandine, abı göbümü şaltaran, geçen amçıga çenne pölgündü, advayları da yökünü, mayla gelgen emez bildim çiğnim büyüğüne, bilgenin dündürmüşsün, bir gece tiyette, bilgenin beytanay, hava gelgen emez bildim çiğnim büyüğüne, bekbekip döndürünü, çıngırıvalı pırpırava koçu gözüm vur dedi, cingeçin atırga dürbüsün dedi, oşundan atardı kırattır dedi, kapra kırasa gözben yüzünden, karavaskan taydoru, kaydekeni billimden, bülbülü gönlede, birinin türüm ölmünde, hatalarından başar, hakta kaldığına vakem, hasara vergen mahallede, has insanlar gelgende, altınmış haton dedi, uşu yıl soyuldu, 66 yıl dedi, binne var vakem, gürümü sallıp karasa, karkananın kalasa, görüngende görünüp, görünmese gökbunlar, göz tumanda bölüngen, toca kolgan burçukta, tomur ayağın tumçukta, gece çekilgin yolunda, oşanda belece tatta,
aydan cümlede de boşun böcek. Çünkü çımınla öyle candan cümle. Karagattay gözüne ne mağapçığına boydaş gettim. Adam kazandak tebe karangoş. Kayrılma tallaman. Atçaman de karavet. Bugün ölür ekemin. Kadından çıkan balladan. Atandın gördüğünü. Cigibin tak köyüp giyecek. Beş ordunun en yekenin bilecek. Elik büyüdü kalkın dep. Elini gülügen kapır dep. Yolundan kalma vallate. Yol üstüne süreti bugün vurmandı kı. Çalate. Atanın benim alakça. Bugün beni beğenesin. Kadate. Adama kadar kadam göz. Arkında menden kanıte. Ağır kaybolgan ağam çekal dedi bu gülüy. Bugün akadırgana koçukuz toyum. Otem. Ağır çabam dep dedi gibi. Adam kananın kanı. Otem. Ayağının kösetini şunda yeken dep. Atandın benim alakçı. Şunda yeken dep. Kayran cennin kanlı kek. Mummoşoldun enli kek. Hayat artık gülüy. Çığırırın beri. Çın gözüne düveri. Çın ravıyla peytamay. Çından düğüsan deli. Gönü çıktı hoşoldu. Hakka varman deli. Mummoşoldu taytoru. Atandın gülüdü biye. Tulfarlığı bölünür. Tuldaran dağarladı. Tuzkuşundan bölünür. Tuyatıyken tuyağa. Gemir bolu boyulup. Mummoşoldu taytoru. Gidin çevirdin boyunda. Gelir yoksa canlı var. Oşunun arap durursan hoş olur. 30 buğdan sonunda. Atandın gülüdü biye. Gönül önüne. Gökyalerdin navağa. Gök görünme torunu. Kafay tüllü bolgan görünet. Ondan dağın kuvatın. Onu köbüyen kötülük. Mummoşoldu karasan. Ondan da tup karandı. Onu küçoru cetelek. Mummoşoldu mamazan. Göründü göründü. Göründü sözünü de. Bu sert olay göründü. Adamdın görünür. Aslan benim çekerinden. Cirıyorsun de göründü. Ayın benim günündü. Yürüyorsun de göründü. Hayalımda buluttum. Talkınımla bütkensin. Hanırlar kankap çaldım. Halkınımla bütün dey. Kıymızda çağıra gel. Kızlıktan bakan koro. Gülümü kalınımla tüttü dey. Kıksıra benden yavrulap. Kıksırım varsa. Kırgın başlıp karasa. Kıykırırdı taşlara. Kımba tavanda kaygan. Kıykırırdı salıptır. Özündü konganmamaz. Adam koşuma sürüyor olıptır. Bıyırcarın karasa. Aytaran anlat bindip. Karalasın dınlat bindin. Tanrıca karşım giyge. Tüpüğü yok aydalar. Yanına canlandın uç paylangan. Altınlayla çok oldu. Hiçindeki azızgandın yalgızla. Talak kılgan bu tarın. Taştak kıtay bu tarın. Özbükün yerden kavuşkan. Alökerin kongruvay. Tozda gelgen gezinde. Asimin kıtay tangalday. Surota onlardan taş. Kunkunganın aralaş. Tınbayan tay tanışkan. Azızgandın alman bet. Kata sürüyor alıptır. Bıyarcağın karmasa. Öğür opus ton deyip. Bıgılasın düngat bingen. Karapır sancılaka. Kırgızdardın kırana. Kambasaydın çuvağa. Alısın adamın nalı getmegen. Artan çişi yötmögün. Artı zirren butmağa. Kaçkı kırıp bul süren. Salı büyüyüp çuvaken. Oşo sürüyor alıptır. Mummoşan görgünde. Hayran cenem doğrumdum. Gözü gönüldür. Gözün yaşı tövülür. Oşo gözecin eken. Burnu sussun tartalmay. Gözün yaşın artalmay. Emi çımır rüvelemine ve çırpıra. Eneken buldu ve de turduna. Bırak bak işte. Рахмат. Суроолор болсо, суроолоруңузду берсеңиздер болот. Если у вас вопросы, пожалуйста, дайте Таланталы Бакчиева. Барбы сурооңуздар? Микрофондоруңузду жандырып берсеңиздер болот. Мукарам сайкалдын. Ооба. Суроолор даяр болгочу, сайкалга сөз берелиби? У нас здесь участвует студентка, которая прочитала книгу Таланталы Бакчиева «Сказительский дар», и она хочет поделиться своими впечатлениями. Сайкал, бул жердесизби? Келиңиз, Сайкал, микрофон. Сиздерге угулду. Ооба, угулуп атат, сүйлөй бериңиз. Бүгүнкү Таланталы агайдын китебинин чакан ачылышына катышып турганыма аябай кубанычтамын. Чынында Манас бул күч, калканыч чеп, кыргыздар үчүн болгон ыйыктыктын туу чокусунда турган өзгөчө күч болуп эсептелинет биз үчүн. Ал эми ошол ыйык күчтү көтөрүп жүрүү ар кимдин эле колунан келе бербейт. Ал үчүн негизи эле адам
улуу бир кесипти аркалаардан мурун эң биринчи адамгерчиликке, адамдык сапаттарга ээ болуш керектигин жакшы билет эмеспизби? Ал эми манасчы болуш үчүн жөн гана жакшы адам болуу жетишпейт. Ал болгон ошончо касиетти бар турпатына сиңирип турган соң, ал адам табиятынан бөлөкчө, бөтөнчө болот экенине мына ушул таланттуу агайыбыздын китебин окуганда ынандым да. Негизи азыркы аалымдашуу доорунда дейбизби, баалуулуктар, идеялардын күрөшү жүрүп жатканда ар бир улут өзүнүн тамырын сактаганга, өзөгүн кармаганга аракет кылып жатат. Бирок мен манасты бир гана кыргыздарга гана берилген күч деп эсептебейм. Ал бүткүл дүйнөгө берилген ыйык касиет деп билем. Ошондуктан ушул таланттуу агайыбыздын «Сказительский дар» китеби бир гана орус тилинде эмес, башка тилдерге дагы которулуп жатканы, кыргыз тилинде гана эмес, бир дүйнөгө кеңири тараганга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканы бул албетте көз кубантып, кулакты сүйүнтөрлүк нерсе болуп эсептелинет. Баягы бизде кыргызда кыргыздын ушуга чейин сакталып келатканынын сыры эмнеде деп өз ара суроо салып койгондо, биз дайыма кыргыз касиети манаста. Кыргыздын ушул учурга чейин сакталып келгени мына ушул дагы ушул өзөгүндө, анын касиетинде деп билебиз. Таланттуу агайдын китебин мен 3 саатта окуп бүттүм. 3 саатта мен медитацияда сүкүт чалып отурганда бирден мен окудум да. Буга чейин өзүм кесибим филолог болгон үчүн манас жөнүндө деле, башка китептерди деле көп окугам. Бирок ушундай бир ыргак менен, бир дем менен окуп көрбөктүрмүн. Ушул китеп мага такыр башкача таасир этти. Өзүм буга чейин кичинекей кезимден бери баягы манасчылыкка кызыгып, манас айтууга далалат кылып жүргөн адамдардын катарына кирем. Анан баягы көптөн бери манас дүйнөсүнөн алыстап кеткен үчүн бөдөнүмдү кайра мени тамырыма тартып келди десем болот бул китеп. Ошондуктан муну ар бирибиз окусак, бул бизди өзүбүздүн өзөгүбүзгө алып бара тургандай эле бир ойготуучу касиетке ээ китеп экенин мен мына өзүмдүн сезимдериммен сездим. Негизинен бул китепти окуурдан мурун адам аны кабыл алганга ол дайын болуш керек экен. Адам аны түшүнүүгө аң сезими жетиш керек экен. Мына ошондо гана чыныгы касиетин сезе алат экенбиз да. Бул жактан байкаганым, биздин залкар манасчыбыз Саякбай Каралаев кайтыш болгондон кийин 8 айдан соң таланттуу агайыбыз жарык дүйнөгө келип отурат да. Бул жакта негизи биз мисалы 8 ай өткөндөн кийин деп айта турган болсок, мисалы нумерология боюнча 8 саны бул чексиздиктин белгиси да. Анан демек мен ушул өзүм кызыгып жүргөн үчүн ойлоп койдум да, залкар манасчы Саякбай Каралаев атабыздын руху, анын жашоосу ушул биздин таланттуу агайыбызда уланып жаткандай бир сезим калтырды, элес калтырды. Баягы манасты изилдесе болот, манасты жазса болот. Бирок манасты окуп манасчы болуу дээрлик мүмкүн эмес. Манасчы болуу бул тагдыр экен. Бул аны баягы жаттап деле айтып коюшуң мүмкүн. Бирок сен канчалык кааламайынча баягы кайыптар, жогорку касиет күчтөр ал сени өзү тандамайынча, сен ага миң аракет кылып далалат кылсаң деле баягы ал нерсе болбой турган нерсе экен. Демек, манасчылык бул жөн гана касиет эмес, ал адамга берилүүчү тагдыр экен. Ал эми ошол тагдырды алып кетүүдө ар бир адам эле аны көтөрө албайт экен. Ушул таланттуу агайыбыздын бул балтыркандай кезинен баштап азыркы бар турпатына чейин өмүр бою бул манас менен жашап, манас менен азыктанып, манас менен көөдөнүн көрөңгөсүн толтуруп келгени бул мен үчүн чын эле азыркы учурдагы, азыркы мезгилдеги кыргыздын Саякбай экенине мына ушул китепти окуган соң аябай ынандым. Таланттуу агай, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Зоолуңуз зоодай болуп бийиктей берсин. Кучагыңыз толо кут болсун, көңүлүңүз толо шат болсун. Кыргызды кыйрыга таратып,
жүрөңүз. Биз сизди устат катары көрүп, ар дайым үлгү тутабыз. Жалпыңыздарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, да. Да, хорошо. Здравствуйте все. Спасибо за вашу презентацию, Талант Эл-Вахай, за вашу книгу. У меня просто общие замечания. С Талант Эл-Вахай мы встретились 3 года назад. После GTQ Манас Айту в Бишкеке, в Манас Айыл. Потом я защитил диссертацию на тему Манас как социальное явление. Вот. У меня просто несколько замечаний насчет монастыря в Кыргызстане. На мой взгляд, в Кыргызстане монастыри находятся в парадоксальном положении. Вот, например, сколько из всех монастырей получают финансовую помощь от государства. Тоже, если монас как текст и монас как герой, они же национальные символы, но то каков статус монастыря? Потому, на мой взгляд, эпос Манас существует благодаря монастырю. Но исследователи изучают сам эпос Манас, но кто исследует монастырь? И более того, кто изучает современные монастыри? Вот несколько вопросов у меня. Тоже я считаю, что искусство сказания Манас Айту должно быть лучше известно населению. И тоже студенты, которые изучают эпос Манас, должны обязательно встречаться с монастырем, чтобы более и глубже знать об искусстве сказания. Манас – это эпос, значит, что мы изучаем текст. И тоже стараемся поместить этот текст в историческую хронологию. Или у нас есть тоже Манас как национальный символ, национальная энциклопедия, который хранитель киргизского быта и традиций. В всяком случае, у меня такое впечатление, что мы забываем о монастыре иногда. Молодежь не интересуется монасом. Они говорят, что это сложно, что это архаично, что они знают, что у монастыря есть дар, что у них есть тоже талант, что они как артисты, что они хранители традиций и так далее. Но они знают об этом, но их знания для меня на этом заканчиваются. И вот просто, что я думаю, и я надеюсь, что книга Талант Эл-Вахай просто поможет лучше понять искусство монастыря в Кыргызстане, во-первых, и потом в Европе или в США, например. Вот он. Спасибо вам большое за комментарий. Вопросы, если есть? Можно я сразу Да, отвечу на некоторые вопросы и дам пояснение? Таланталы, микрофон жақынырақ қойсын, болмайды. Так, можно я дам некоторые пояснения и прокомментирую то, что было сказано Жульеном. Ну, по поводу, я тут записал, значит, по поводу помощи сказителям. Конечно, в настоящее время никакой поддержки со стороны государства сказителям не предоставляется.
Нынешняя власть, которая сейчас у нас вот, новоиспеченная, так скажем, она, по крайней мере, дает слово, что эта поддержка будет оказана и будет специально отведено такое вот внимание, даже обещали, что в этом году будет открыт театр монастырь. Это вот слова министра культуры, который был согласован с нынешним президентом. Что касается статуса монастыря, вообще статус не только монастыря, статус сказителя, он очень болезненный вопрос. Это касается всех наших народов в первую очередь Центральной Азии и Сибири, которые мы должны поднять. Это касается всех народов, которые имеют живые эпосы, имеют живых сказителей и сказительскую традицию. Мы над этим работаем. Я над этим работаю в частном порядке, на общественном начале. Я работаю, но и об этом я не раз заявлял руководству страны, не раз заявлял властимущим о том, что действительно сказителям следует вынести обязательно статус национального уровня. Это очень важно. Вот. И третий вопрос, кто изучает современных сказителей? На сегодняшний день у нас нет исследователей, которые изучают современных сказителей или современное сказительское творчество. Но хочется заметить, что есть у нас в Бишкеке, работает в Американском университете Центральной Азии. На днях мы вместе встречались на другом уровне уже с опосоведами. Это Джеймс из Великобритании, который изучает варианты, современные варианты современных сказителей. Вот. Делает сопоставительный такой вот анализ. И следующий вопрос. Что касается вообще состояния сказительского искусства. Если народ и государство не будет поддерживать, то это окажется трагично в будущем. Поэтому и государство, и народ должен поддерживать, потому что это то, что может и не вернуться обратно. То есть возродиться этому будет очень тяжело. Мы это уже испытали в какой-то степени в советское время, в постсоветское время, когда кроме одного сказителя или троих сказителей у нас в стране не было. У нас только вот были 3 крупных сказителя. Это Уркаш Мамбеталиев, Шаабай Азизов, Каабат Абеков. Вот и все. И такое состояние было и у других народов наших родственных. Сейчас же, конечно, намного лучше. Намного лучше, есть интерес, но в любом случае она должна поддерживаться правительством, государством. Это то, что требует поддержки государства. Это явление, это не частное какого-то отдельного сказителя. Это принадлежит всему народу и всему государству. И в этом должны быть заинтересованы именно правительство, государство, оно должно быть в этом заинтересовано. Потому что это не возвращается. Если возвратиться, то это будет очень тяжело. Поэтому лучше спасти то, что мы имеем. Можно, конечно, совершенствовать, можно развить это, но если мы потеряем, это будет страшно. Спасибо.
Спасибо вам большое. Если у вас нет вопросов, мы на этом завершим. Практика сказителя всегда была интересна всем, и эта книга будет привлекать внимание антропологов, фольклористов, всех тех, кто интересуется культурой, традицией.